23 сентября в мэрии состоялось первое заседание нового состава городской думы. На нем присутствовали 20 из 21 избранного 14 сентября депутата Думы 6-го созыва. На повестке дня стояло 3 основных вопроса: избрать нового председателя местного парламента, далее его заместителя, а также начальника контрольно-счетной палаты муниципального образования. Но в преддверии тайного голосования, посредством которого думцы должны были определить вышеназванные роли, председатель местного избиркома Светлана Александровна Бутузова рассказала об итогах состоявшихся выборов. В единый день голосования 14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Думы Зиминского городского муниципального образования 6-го созыва по 21 одномандатному избирательному округу. Решением Зиминской городской территориальной избирательной комиссии от 16 сентября 2014 года в соответствии со статьей 106, частью 2, статьи 107 Закона Иркутской области о муниципальных выборах в Иркутской области выборы признаны состоявшимися и действительными. Также установлено, что в Думу Зиминского городского муниципального образования 6-го созыва избран 21 депутат. Депутаты, очевидно, заранее определили кандидатуру спикера Думы, поскольку предложение вынести на голосование кандидатуру Галины Александровны Полынцевой, депутата, избравшегося уже на 2-й срок Думы, вызвало одобрение и было поддержано большинством. Также депутаты предложили вынести на голосование кандидатуру заместителя председателя Думы в лице Оксаны Викторовны Пушкаревой, а на месте начальника КСП Ольгу Анатольевну Голубцову. Спустя 10-15 минут уже счетная комиссия из депутатов Бориса Минеева, Зинаиды Ленской и Галины Прокопьевой подготовила бюллетени для тайного голосования, и выборы по всем 3 позициям были проведены. Итак, все предложенные кандидатуры были поддержаны депутатами единогласно, а новоизбранный председатель Галина Александровна Полынцева далее продолжила рабочее заседание. Депутатам предстояло избрать новые составы 6 депутатских комиссий, а также решить, кто их возглавит. Тем временем наша съемочная группа задала несколько вопросов спикеру Думы. Из нашей справки: родилась Галина Александровна Полынцева в 1961 году в Зиме. В 1978 окончила школу. Вопрос о выборе профессии перед девушкой не стоял. Учиться она пошла в Иркутский государственный педагогический институт. После его окончания в 1982 году начала работать в своей родной школе. Профессионализм и ответственность за порученное дело, умение брать ответственность на себя способствовали тому, что уже 19 лет Галина Александровна занимается административной деятельностью. Однако, занимая должность директора образовательного учреждения, она постоянно проходит обучение и самосовершенствуется. Так, в 2012 году Галина Полынцева прошла профессиональную подготовку по специальности менеджмент в организации, менеджмент в образовании. Под ее руководством школа номер 1 стала победителем приоритетного национального проекта образования в номинации «Конкурс общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы». В школе оборудованы 2-й компьютерный класс, сенсорная комната для психологической разгрузки, мультимедийный кабинет. Смонтирована также локальная сеть с выходом в интернет, приобретен новый спортивный инвентарь, оборудуется игровая площадка. Особое внимание в учреждении уделяется благодаря директору работе с родителями. Они же являются активными участниками школьной жизни. С 2005 года являлась депутатом Зиминской городской думы 5-го созыва. Выборы в качестве председателя Думы для меня, в принципе, являются достаточно неожиданными. Я, конечно, понимаю, что это очень большая ответственность, я понимаю, что это очень большое доверие, и понимаю, что насколько много придется работать для того, чтобы Дума работала слаженно, потому что Дума – это самоуправление, которое дает возможность заботиться о жителях города. Я, наверное, сегодня больше встревожена тем, смогу ли я оправдать то доверие, которое мне поручили сами депутаты. Хотя, конечно же, я верю в свои силы, верю в Думу, я думаю, что у нас все получится. В качестве депутата я уже всегда говорила и говорить, наверное, буду неоднократно, потому что это поручение моих избирателей, это улица Баграта, благоустройство, потому что это тот вопрос, который поднимается. Но второй вопрос уже в плане того, как были выборы, это вопрос по благоустройству улицы Карла Маркса возник. Но все эти вопросы мы не однажды поднимали на предыдущей Думе, и вот сегодня Владимир Вячеславович уже проговорил, что основная проблема всегда это проектно-сметная документация. На улицу Баграта она готова, на улице Карла Маркса она будет готова, к сожалению, только в 2016 году. К сожалению, не так все быстро делается, как хотелось бы жителям города и нам самим. Всегда одно пожелание, наверное, для любой думы, любого города: достойный бюджет, который бы позволил развиваться городу так, чтобы хватало на все, что хочется выполнить.